Салям алейкум, Дуслар. Немного необычно выгляжу, но это вы правильно включили. Это Крым-татар Емеклері. И в прошлом выпуске Рустем Агадервиш рассказывал нам об уникальной мечети в селе Богатыр, которой более 200 лет. Что в ней уникального? Во-первых, ставни. Обратите внимание, это такая вещь, которая защищала здание, окна от холода, от ветра. И на этих ставнях просто уникальные петли. Вот здесь они находятся. Прикольно выглядят. Это реально уникальная вещь. Не могли мы упустить такую возможность, чтобы рассказать вам об этом, но мы будем двигаться к подножью горы Бой-Кая, чтобы там приготовить блюдо под названием Этли Патыльджан. Поехали! Салям алейкум, Дуслар. Ну, я в более привычном виде. Сейчас руки помоем и будем начинать. Вот он я в фартуке, а это значит, что начинается новый выпуск Крым-татар Емеклері. Мы, как и обещали, у подножья Бой-Кая. Она сейчас устлана таким немного романтическими облаками. Мне нравится, кстати, такая погода. Не знаю, кому как. Это такой осенний Крым. Супер. У нас и блюдо немного осеннее, полное, как сказать, продуктов урожая Крыма. У нас сегодня блюдо под названием Этли Патыльджан. Будем нарезать баклажаны, будем сегодня нарезать говядину. Сегодня говядина у нас будет вместо баранины, потому что мы зачастили с баранины, вернемся к говядине. И куча других овощей, сейчас все расскажу. С вами Крым-татар Емеклері, меня зовут Алим Аблаев, поехали. Итак, у нас здесь вода посоленная, и мы сейчас нарезанные баклажаны отправим в эту воду, потому что, если вы помните, или если вы не смотрели выпуск про имам Байылды, ссылочку на которую мы оставим в описании к этому ролику, баклажаны нужно предварительно замочить в подсоленной воде. Зачем? Чтобы горечь из баклажанов ушла. Это важно сделать, потому как если вы этого не сделаете, блюдо будет безнадежно и бесповоротно испорчено. Нам этого не нужно. Мы это все замочим сейчас. И будет у нас вкусное блюдо Этли Патыльджан. Значит, что нам понадобится сегодня? Баклажаны, понятное дело, мясо, которое вы любите, лук, перец болгарский, перец сладкий, помидоры, томаты, соль, перец, зира, кориандр и масло топленое. Это важно. Будем сегодня готовить на топленом масле, потому что хотим придать нашему блюду такой вот особый аромат, который придает ему топленое масло. Плюс и цвет. Конечно же, каждое блюдо имеет свой цвет, когда в зависимости от того масла, на котором оно приготовлено. Мы хотим сегодня более такой осенний, золотистый вайб поймать, поэтому будем делать на топленом масле. Так вот, менің битам, веменім бабам Патыльджанға айтайлар о крым-татар манталар. То есть это крымско-татарские грибы. Мне очень нравится вкус баклажан, особенно жареных баклажан. Баклажаны мы нарезали, отправляем их в воду и будем ожидать, пока из них выйдет сок. Напоминаю, Дуслар, вода ваша, в которой вы замачиваете баклажаны, должна быть подсоленной. Вот наша соль. Посолим еще чуть-чуть. Итак, Дуслар, баклажаны ожидают своей очереди, а мы пока разожжем огонь. Так. Все. Огонь разгорелся, принимаемся за мясо. О, у нас сегодня потрясающе красивая говядина. Дуслар, я покажу. Посмотрите, какая сочная, красивая. И все, принимаемся за нарезку мяса. Мясо наше нарежем на среднего размера кусочки. Сейчас я вам все покажу. Так, от лишнего жира мясо тоже избавляем. Хотя не переусердствуйте, жирок нам понадобится в этом блюде. Жир это хорошо. Все, Дуслар, дорезаю я наше мясо. Берем топленое масло, отправляем его в казан и даем ему нагреться. А за это время подготовим лук и опустим мясо туда. Так, мясо наше готово. Вот оно, красивое, золотистое.
Все, добавили масло. Ждем, пока оно разгорится сильнее. Добавим немножко щепы, для того, чтобы пламя у нас было поактивней. Так. Хорошо. Берем сейчас лук, начинаем его чистить. И как только услышим, как масло весело потрескивает, будем отправлять туда мясо. Нарезаем лук, достлар. Отправлять его будем тоже в казан. После мяса. После мяса, это важно. Нарезаем его полукольцами. Ничего необычного. Лук полукольцами. И в казан его. Аккуратненько по стеночке отправляем мясо в масло. О-хо-хо-хо-хо. Просто песня. Все, пока наше мясо покрывается своей ароматной золотистой корочкой, быстро дорезаем лук. Здесь нужно уже быстро работать, достлар, потому как все, у нас уже ингредиенты горят, кипят, шкварчат. Просто благословение на меня с небес обрушилось, когда я стал ведущим этой замечательной передачи. Посмотрите, какая красота вокруг. Какой аромат. Какое блюдо нас ожидает, достлар. Не работа, а песня, сказка. Все, достлар, мясо у нас зажарилось, аппетитной корочкой покрылось. Это значит, что самое время отправлять туда лук. Вот мы его нарезали полукольцами. И лук с мясом в казане на костре. Что может быть лучше? Ох, какой аромат. Хорошенько это все дело размешиваем. Даем тоже луку вкусить масло, сока, который тоже с мяса натек. И будем нарезать перец. Перец тоже нарезаем, как обычно, на небольшие полоски. У нас 4 перца, как вы можете заметить. Весь его мы туда сейчас порежем. Какие ароматы сейчас доносятся из казана. Я не устану повторять про ароматы, потому что это отдельная какая-то особая часть готовки. Как у меня говорит Менаманам, можно самим ароматом наесться. Перец в казан. Красота. Размешиваем это все. И отправляемся нарезать томаты. Не нарезать, а натирать их. Ох, хо-хо-хо-хо-хо. Шикарно. Настоящее такое у нас осеннее блюдо. Супер. Его самое время готовить вот в такую, как сказать, уже дождливую, что ли, погоду, пасмурную погоду, когда не так жарко, но еще и не очень холодно. Самое время
готовить вот такие вот замечательные блюда у костра, в казане. Это фантастика. Вот такие красивые красные помидоры. Супер. Берем терку и натираем их в емкость, в нашу посуду уже приготовленную. На крупной стороне это делаем, вот так разворачиваем и натираем. И помним о том, что нам нужно делать это быстро-быстро, потому что у нас уже все в казане там горит, кипит. Поэтому, дослар, не отвлекаемся ни на что лишнее. И о-хо-хо! Эту чудесную красоту в казан тоже отправляем. Дослар! Это нечто. Это просто фантастика. Так, хорошо. Теперь добавляем томатную пасту. Так, чуть-чуть для аромата, для запаха. И будем уже отправлять непосредственно наши баклажаны. Все, размешали. И важный момент с баклажанами, дослар. Воду, в которых они стояли, мы сливаем. И снова промываем их уже чистой водой. Это важный момент, потому что, еще раз напоминаю, мы это делаем для того, чтобы горечь ушла из баклажан. Так, хорошо. Промыли. И отправляем это все в казан. Ох, здесь уже так красиво все кипит, так красиво все шкварчит. Итак, дослар. Теперь отправляем в казан наши специи. Соль, конечно же. Куда без нее? Соли не жалейте, сейчас баклажаны тоже поглотят. Мясо мы не солили все еще, поэтому соли не жалейте, но тоже не переусердствуйте. Лучше не досолить, чем пересолить. Кориандр, щепотку кориандра. Вот так, щедро. Хорошо. Зира, моя зира. Слегка разомнем ее в руке. Ох, какой аромат. Зира в казан отправляется. Так. Черный молотый перец. Тоже в казан. Ох, какая красота, дослар. И красной молотой паприки тоже в казан немного. Для цвета. Супер. Сейчас мы это все дело размешиваем, перемешиваем. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота. Огонь убавляем. Сбавляем обороты огня. Накрываем это дело крышкой. Потому как крышку нельзя поднимать ни в коем случае. Потому что все соки, все ароматы должны обменяться, пропитаться. Ой-ой-ой, какая красота. Все. Размешали. Наша крышка. До свидания. Дослар, у нас осталось буквально несколько минут до того, как наше блюдо будет готово, и мы отправим туда немного рубленого чеснока, для того, чтобы он тоже свой аромат отдал. Можете отправить также туда зелень, но я лучше добавлю свежую зелень уже на готовое блюдо. Можно отправить в казан, можно отправить за несколько минут до готовности, можно отправить уже на готовое. Вот так вот не очень мелко порубили мы чеснок и отправили его в казан. Так, уместится все на ноже? Да, поместилось, супер. Открываем крышку. О, дослар, что тут творится? Что тут творится? Красота. Так, размешаем. Еще несколько минуток.
И, эту красоту можно будет доставать и пробовать. Ой-ой-ой-ой-ой, что у нас тут в казане? Красота! Ну все, сейчас подготовимся, нарежем хлеб и будем пробовать. Все, время положено истекло. Будем накладывать наше блюдо, будем пробовать его. Ох, какая красота! Какой аромат чудесный! Так, наш кефгар незаменимый. И давайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, Достлар. Какая сама осень у меня сейчас в тарелке. Посмотрите, какая красота. Все золотистое, все ароматное. Буквально как осенний закат в Крыму. Я же говорю, я когда чувствую вкусную еду, во мне просыпается поэзия. Так, Достлар, окей, давайте так договоримся. Я сейчас его как-нибудь украшу, и мы к вам вернемся. И попробуем это блюдо. Ну что, как по мне, все красиво. Сейчас будем пробовать. Напомним только лишь, что блюдо у нас сегодня называлось этли патыльджан, баклажаны с мясом и с другими овощами. Вообще баклажаны для крымских татар это отдельная песня. Там еще и с ними турши, разнообразные соленья. Но это будет наверняка в отдельном выпуске. А мы сейчас будем пробовать наше блюдо. Давайте начнем с баклажана. Вот он. То, что нужно. В самый раз. Он сейчас нежный. Буквально губами можно кушать его. Красота. Так, давайте перчик попробуем. Вот он смотрит на меня с лучком. Все-таки овощи в казане на костре отдельное произведение искусства. Класс. Поджарка тоже удалась. Очень ароматно, очень насыщенный вкус. Ну и мясо, конечно же. Давайте его тоже. Все, Балар, давайте заканчивать. Я не могу. Очень вкусно. Очень вкусно. Все, заканчиваем. Напоминаю еще раз, мы сегодня были у подножья Бойкая, блюдо этли патыльджан. Меня зовут Алим Аблаев, это был Хрым-Татар Йемеклер РФ. Выезжайте, готовьте, наслаждайтесь. Я начал. Ашты толсын корышкенче.